Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. 15 августа президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской республики Бакыта Торобаева. Коснувшись предстоящего в Баку заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской республикой и Кыргызской республикой, глава государства выразил надежду на то, что этот формат послужит делу укрепления взаимодействия в экономической и других сферах. Говоря о двусторонних связях, глава государства отметил вклад взаимных визитов высокого уровня в расширение отношений. В этом контексте он сказал, что в ходе визита президента Кыргызской республики в нашу страну в этом году были проведены плодотворные переговоры по широкой повестке сотрудничества, и между главами государств установился очень хороший личный контакт. Президент Ильхам Алиев сообщил, что в рамках визита были обсуждены вопросы укрепления двусторонних связей, сотрудничества в международных организациях, вложение Азербайджаном инвестиций в Кыргызстан и другие направления взаимодействия. Подчеркнув, что в нашей стране создана разветвленная транспортная инфраструктура, глава государства сказал, что к международному транспортному потенциалу Азербайджана все больше интерес проявляют другие страны, в том числе страны центральноазиатские. В то же время он отметил важность планов по созданию в Центральноазиатском регионе новых железнодорожных сетей, выходящих в Каспийский бассейн. Бакыт Торобаев в первую очередь передал главе нашего государства приветствие президента Кыргызской республики Садыра Жапарова. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствие, попросил передать и его приветствие Садыру Жапарову. Гость отметил, что основа опирающихся на исторические и культурные корни азербайджано-кыргызских отношений на современном этапе была заложена исторической личностью мирового масштаба, общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. И сегодня при поддержке президента Ильхама Алиева они вышли на уровень стратегического партнерства. В ходе беседы была отмечена важность сотрудничества в гуманитарной и образовательной сферах, обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, инвестирования. В местечке Бугац в Венгрии прошел красочный этнофестиваль «Большой Курултай тюркских народов». Организованную поддержку мероприятию, которое проводится раз в 2 года, оказали фонд «Туран Венгрия» и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации ТИКа. És a hagyományőrzőket.
láthatunk íjászokat, kopjásokat, és majd csikósokat is. Ők is a saját fegyverükkel, ugye, a karikással. Mint mondottam, a Kárpát-medence minden régiójából képviselt magukat a hagyományőrzők. Mindenhonnan, ahol magyarok laknak és lakni fognak. Kis ügetésre változtak, csak nehogy torlódás legyen belőle. De nem. Mint látják, különböző vérmérsékletűek a lovak. Nagyon oda kell figyelni, hogy alakzatban tudják őket tartani. De hát ők mind képzett lovasok. Általában természetesen saját magukkal érkeztek. Ugye most már értik, hogy miről beszéltem, amikor a fellocsolásról volt szó. Mert ezek a paták nem simogatják a homokot. Ég rúgják. Az égig rúgják. Testvérnemzetek sorában következik Törökország, Türkiye. Következő testvérnemzet, Kirgizisztán. Kazakisztán. A kirgiz zászlót kérem majd a következő lovasnak még egy körre. Azerbajdzsán. Türkmenisztán.
В числе приглашенных находился спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер, который назвал участников этнокультурного фестиваля наследниками правителя Великой империи гуннов Аттилы. Кевер назвал венгров самым западным народом Востока, отметив, что его страна никогда не забывает братские восточные народы. Спикер парламента отметил, что Большой Курултай тюркских народов проводится с 2008 года и является своего рода символическим посланием кругам, пытающимся исказить историю венгерского народа. Ложное представление о венграх и скрытие их истинных корней было на руку определенным кругам, пояснил Кевер. В сознании венгров Центральная Азия всегда отождествлялась с прародиной. Испокон веков мадьяры связывали свое происхождение именно с этим регионом, подчеркнул он. В венгерском Курултае принимали участие представители крупнейших тюркских организаций из Турции, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Болгарии, Монголии. Несколько тюркских групп также прибыли с территории Российской Федерации. Впервые на венгерском Курултае была принята министерская делегация из Узбекистана. На Курултай прибыли министры из Казахстана, Турции и Кыргызстана, а также бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. В этом году в 15-летнем венгерском племенном собрании принимали участие все гунны, тюрки или родственные им по чувству происхождения народы, чтобы почтить память степной конной культуры и великих предков, в том числе вождя Аттилу и Арпада, Карцак-Батыра и Хромого Тимура. В дополнение к организациям венгров Карпатского бассейна в мероприятии, проводимом в Бугаце, также принимали участие делегации из 27 стран. В трехдневной программе были представлены шоу лучших в мире конных лучников, кочевая и водная охота, соколиная охота и агаризм, древние испытания на прочность, а также национальный чемпионат по перетягиванию палки и борьбе на поясах. Координатор ЦИКа в Будапеште Айше Сарач, в свою очередь, выразила гордость сотрудничеством с фондом «Туран Венгрия». Сарач рассказала, что в нынешнем Курултае принимают участие представители 27 тюркоязычных народов, а интерес к этому мероприятию постоянно растет. Курултай в Бугуце – это грандиозное мероприятие, включающее в себя театрализованные шоу-программы, музыкальные представления, археолого-антропологические выставки, ярмарку ремесленников. Курултай – орган народного представительства у некоторых тюркских народов, всенародный съезд знати для решения важнейших государственных вопросов. По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской республикой и Венгрией с 11 по 20 августа состоялись Дни культуры Кыргызской республики. Торжественное открытие Дней культуры и праздничный гала-концерт прошел в столице Венгрии, в Будапештском центре музыки. Кыргызскую делегацию в составе 29 человек возглавил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Джаманкулов. Венгерскую сторону возглавил вице-спикер парламента Венгрии Шандор Лежак. В своем приветственном слове министр культуры Азамат Джаманкулов особо подчеркнул, что Кыргызстан и Венгрия не просто друзья, надежные партнеры и союзники, а братские народы, основанные на изначальном единстве тюркских народов. Кыргызов и венгров связывает общая история. В свою очередь, вице-спикер парламента Венгрии Шандор Лежак в своей приветственной речи отметил свой недавний визит в Кыргызстан, а также подчеркнул, что в отношениях между Кыргызстаном и Венгрией особое значение уделяется осознанию родства, и это высокая степень доверия. В качестве официальных гостей были приглашены генеральный секретарь Тюрксой Султан Раев, представители Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии и других госорганов, послы зарубежных стран, представители международных организаций в Будапеште, общественные и политические деятели, представители деловых кругов и друзей Кыргызстана, а также кыргызстанцы, проживающие в Венгрии. В рамках вечера состоялся праздничный концерт с участием народных артистов Кыргызской республики и фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан». Кроме того, представлена выставка работ кыргызских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Закрытие Дней культуры состоялось 14 августа в городе Бугац праздничным гала-концертом.
Также кыргызская творческая делегация приняла участие в Курултае тюркских и гунских народов. Мероприятие открыл спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. В числе приглашенных также были председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств и депутат Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым, генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амриев, вице-спикер парламента Венгрии Шандор Лежак, генеральный секретарь Тюркпа Мухаммед Сүрейя Эр, генеральный секретарь Тюрксой Султан Раев. В рамках Курултая состоялась пленарная сессия «Мадьяры плюс Восток», где выступил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Азамат Джаманкулов, а также тюрколог, доктор филологических наук, профессор, участник постоянной международной алтаистической конференции Конкубаев. В преддверии и в день торжественного открытия Дней культуры данное мероприятие широко освещалось в СМИ Венгрии. На фоне 30-летия установления дипломатических отношений между Венгрией и Кыргызстаном представляем вашему вниманию часть нашего интервью с послом Венгрии в Кыргызстане господином Шандором Дороги.
У нас очень интенсивно развиваются отношения. Мы уже являемся стратегическими партнерами, Венгрия и Кыргызстан. И надеюсь, что и культурное сотрудничество, и экономическое сотрудничество в ближайшее будущее будет сильно, интенсивно развиваться. А в какой сфере больше развиваются двухсторонние отношения? Больше? Особенно? Экономические отношения. Как так мы создали тут Венгерско-Киргизский фонд развития, который должен поддерживать наше сотрудничество, поддерживать наших совместных проектов, совместных предприятий и вообще торговлю. Чем привлекательны Венгрия для Кыргызстана и наоборот? Я думаю, что у нас очень много возможностей для сотрудничества. Первое это сельское хозяйство, где мы можем обменяться опытом, обменяться технологиями и вообще создать совместные фирмы. Второе, я думаю, что это может быть туризм, где Венгрия тоже имеет довольно хороший опыт, и в этом плане тоже возможно тесное сотрудничество. Потом я думаю, что есть и возможности работать по разным областям, так и в области энергетики, потом водохозяйства, потом, естественно, в области науки и образования. Надо добавить, что Венгрия на сегодняшний день уже принимает 200 студентов из Казахстана, из Кыргызстана в рамках стипендиальной программы Stipendium Hungaricum. Там они могут обучаться на бакалавр, на магистратуру и на PhD. То есть с Кыргызстана туда поедут? Да. Нет, они могут туда поехать. Единственное, что за что надо платить, это перелет. А там студенты из Кыргызстана, как и вот из других стран, получают стипендию, общежитие, медстраховку и, естественно, обучение. Да, это все бесплатно, это грант дает наше правительство. Тюркский совет – это тоже очень большая, важная площадка для нас. И в рамках вот этого Тюркского совета мы тоже сотрудничаем вот с Кыргызстаном и другими странами. И Венгрия открыл в Будапеште вот европейский офис Тюркского совета. Так что там тоже делегированы дипломаты от всех стран-членов организации, и они там осуществляют разные проекты. Дело в том, что в Венгрии всегда были очень заинтересованы в отношениях с Востоком, потому что мы тоже из Азии. Мы вместе кочевали вот на степях Евразии с тюркскими племенами. Поэтому у нас вот общие традиции и даже общие языковые какие-то памяти есть. Например, у нас есть и общие слова с тюркскими народами, как алма, как балта, потом арпа. Где-то говорят, что где-то 200 таких слов есть в венгерском языке. И у нас грамматика тоже довольно близкая. То есть похожие элементы. Например, у нас тоже нет падежей в венгерском языке, как и в тюркских языках. Так что у нас очень интересные исторические связи. И в Венгрии сейчас есть такое стремление, что сохранить и возрождать вот все наши кочевнические традиции. И это можете на самом деле посмотреть в Венгрии, когда состоится Курултай тюркских и гунских народов. Это в этом году тоже будет, в 2022 году, где-то в начале августа.
Это туда тоже стоит поехать, посмотреть. Там практически представлены все тюркские племена, все тюркские народы и национальности, даже из Сибири, из Якутии. Так что это у нас праздник сохранения традиций. По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой известный молодой казахстанский певец Ернар Садырбаев Амре исполнил одну из самых известных песен Полада Бюльбюль-Аглы «Гел Эй Сехер». В подготовленном в связи с этой знаменательной датой видеоролике показаны красивейшие места двух братских стран, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в Азербайджане. Садырбаев родился 12 января в 1995 году в Нур-Султане, выпускник Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Поет в различных стилях – поп-классик, поп, R&B, латино и не только. Выступал на Дельфийских играх в 2011 году, фестивалях Босторгай и Жаворонок, а также участвовал в Миланском Экспо. Входил в состав группы «Голос Казахстана» на конкурсе «Новая волна», лауреат многих международных конкурсов. Отметим, что 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой отмечается 27 августа. Deniz kaçar, gel ey seher, gel ey seher. Yoksa bu deniz uçar, bir zulmet geçer. Deniz kaçar, gel ey seher, gel. Телеканал «Пирамида» скоро начнет вещание в Азербайджане. По информации Йолчу Гасанова, регионального директора Айзер Space и Азер Sky, по продажам Айзер Космос относительно этого или других отношений сотрудничества. Mən çox qısaca Azər Kosmos haqqında məlumat vermək istəyirəm. Azər Kosmos 100%li dövlət
qurumudur və Azərkosmosun hal-hazırda 3 peyki var. Я хотел бы кратко проинформировать вас об Азеркосмос. В настоящее время у Азеркосмос 3 спутника, 2 телекоммуникационных, Азерспейс 1 и 2, и спутники наблюдения Земли Азерскит, космическое агентство Азербайджанской Республики, Азеркосмос, государственное агентство, спутниковый оператор в Азербайджане, первый спутниковый оператор в Кавказском регионе, спутник Азерспейс 1 с передовой технологической конструкцией и гибкими возможностями подключения, устойчивой информации и услугами связи является передатчиком в пространстве для более 50 стран в Африке, в Европе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Азеркосмос обеспечивает спутниковые снимки и услуги геоинформации при помощи спутника наблюдения Земли Азерскай. В 2013 году на орбиту был запущен первый спутник Азерспейс компании Азеркосмос. В 2014 году Скайт был запущен на орбиту. Наконец, в 2018 году Азерспейс 2 был запущен на орбиту. Мы активно работаем в сфере телекоммуникаций в Кыргызстане с 2014 года. С того же года у нас контракт с Кыргызской государственной телекомпанией. Думаю, что в ближайшее время мы уже будем готовы подписать соглашение о сотрудничестве с телеканалом «Пирамида». Большая часть прямых трансляций в Кыргызстане транслируется через наш спутник. В эти услуги входят официальные государственные мероприятия, инаугурации, международные спортивные соревнования, игры кочевников и многое другое. Для этого мы установили антенну на главной площади Бишкека. Конечно, она служит передатчиком для бесперебойного качественного вещания кыргызских телеканалов. Государственные и частные телеканалы Кыргызстана через нашу спутниковую связь транслируются примерно в 30 стран мира, наряду с республиками Средней Азии. Одним из его преимуществ является то, что он позволяет смотреть родные кыргызские каналы по всему Кыргызстану и за рубежом. Мы бы хотели, чтобы все каналы Кыргызстана подключились к нашему спутнику и расширили наши услуги. Другой наш спутник, Азерскит, занимается наблюдением за Землей, и мы намерены расширить сотрудничество с правительством Кыргызстана и в этом направлении. В основном здесь мы хотим расширить использование спутниковых фотосистем сельским хозяйством, МЧС, экологии и другим государственным структурам. Для этого проводится мониторинг и анализ. Безусловно, наша главная цель – укрепление широких связей и сотрудничества в Кыргызстане на основе накопленного за эти годы опыта. Другими словами, поможем в подготовке местных специалистов и проведем обучение. Хотел бы еще раз отметить, что мы ждем предложений правительства Кыргызской Республики в направлении изменения климата, экологической ситуации, предотвращения стихийных бедствий, отмечая важность аграрного сектора. Встречи, которые мы провели до сих пор, дали положительные результаты. Aktiv olaraq biz uzun müddətdir Qırğızstanda fəaliyyət göstərməyə çalışırıq. Bir neçə proyektlərimiz var. Əsasən yer müşahidə peyklərindən Qırğızstanda kənd təsərrüfat sahəsində. Сколько бы ни было написано рассказов и статей или снято видеоматериалов о кыргызском гостеприимстве, всегда будет мало. И мы не перестанем рассказывать об этом. Даже если подробно описать кыргызское гостеприимство, все равно сложно охватить его полностью. Мы снова вернулись к этой теме. Сегодня мы направились в село Кызылсу Кеминского района. Мы посетили семью Нурбека, чтобы узнать о кыргызском гостеприимстве, обычаях и о том, как они сохраняют прошлое. Мы не покажем вам, что мы сняли сегодня. Мы расскажем, что мы видели на примере этой кыргызской семьи, чтобы и вы увидели все радушие и гостеприимство простых кыргызстанцев, неважно, проживающих в столице или в глубинке. Нашу предстоящую программу мы полностью посвятим этой теме. Точно так же мы покажем то, что вы увидите на Tek.ru в Турции и Реал ТВ в Азербайджане. Кыргызстан народ гостеприимный, прекрасный народ у нас. Кыргызстан прекрасная страна. Но во многих странах был, побывал. Ну, не сравнить Кыргызстан, все равно мы любим свою страну. Кыргызстан, как же сказать, допустим, вот я был в Америке несколько раз, 8 раз или сколько раз, Калифорния. Там зимы не бывает. Все время жарко. Как же без гор, без земли, без снега? Да, без снега. Вот у нас все 4 сезона. Нет такой страны, на которой все 4 сезона бывает. В Америке нет. В Европе было, в Испании тоже снега нету, ничего нету.
все время тепло. Вот этим и отличается, наверное, Кыргызстан. Этим отличается, да? А когда вы бываете за границей, скучаете? Все равно скучаем. Народ, наверное, мы любим свою страну. Ну, народ это одно, семья, наверное. Семья, естественно, в первую очередь. Хумус, например, там в Америке нету точно. Нету, хумус. Лошадей, да, которые привыкли с детства. Лошадей, баран своих люблю. Пришли в гости? Да, пришли в гости. Как вас встретили? Очень хорошо. Они всегда нас хорошо встречают. Мы, да, это не первый раз, и мы их очень уважаем. Очень хорошие люди, действительно. Гостеприимные. Очень гостеприимные. У них всегда вот Дастархан вот так накрыт всегда, в любое время. Очень хорошие люди. Самое, что характерно, в юрте, вот, допустим, вот когда мы все собираемся, гости вот приезжают, раздача мяса именно в юрте. Потому что сама вот эта атмосфера, сама аура благоприятствует вот, поеданию мяса. И здесь большое значение имеет при раздавании, мы будем говорить на русском кости, конечно, с мясом, но у нас по-кыргызски это называется устуханы. Потому что каждый устухан имеет свое значение. Вот, допустим, вот этот устухан называется у нас джамбаш. Здесь много мяса и в то же время много жира. Это дается старшим. Вот, допустим, кто в гости приходит в гости, дают самым старшим. И вот так, Кыргызда сөз бар. Зооловымыз, как горы. Наш головной убор сделан так, что как снежные вершины. Пускай ваше здоровье. Я видел человека Азербайджана, который ему было 156 лет. Мясо долгожителей – это баранина. Он оказывается, всю жизнь работал чабаном. Из 156 лет, 130 с чем-то лет он работал чабаном. Но он был грамотным человеком. Вот у него спрашивали, чем ты питался? Бараниной. Еще что кушал? Гранат. Гранат, точно. В Азербайджане есть 300 с чем-то сортов гранат, правильно? Вот информированные. Одевая наш национальный убор, желаю здоровья. 300 лет. Ахмад, браво. Два брата. Спасибо.